Реконструкция Тхуарчалской ЦРБ по российской инвестпрограмме началась еще в 2017 году и должна была завершиться в ноябре 2019 года. Однако в проектно-сметной документации было допущено много недочетов. Именно поэтому строительство здесь продолжается и по сей день. В проекте здания не были предусмотрены такие необходимые объекты, как столовая, прачечная, морг, помещение для рентгеновского аппарата, лестничные перила и даже забор вокруг больницы. Во дворе, значит, на этой территории, которую сейчас ограждают, будет расположена, значит, прачечная, столовая, скорая помощь, гараж-бокс на 3 машины скорой помощи. Будет произведен ремонт старого здания морга. И расположена рядом будет автоклавная. Внутри, значит, после завершения наших отделочных работ последовательность будет установка инвентаря и оборудования. Если будет финансирование, то в конце года, наверное, мы уже сможем сдать все недостающие корпуса, о которых шла речь. На данный момент ремонт основных 3 корпусов практически завершен. Здесь будут располагаться поликлиника, отделение педиатрии, терапии, а также акушер-гинекологическое и хирургическое отделение с 2 операционными залами. Медучреждение рассчитано на 100 коек. Функционирование большой полноценной больницы в Тхуарчале крайне необходимо. Сегодня врачам приходится принимать пациентов в маленьком здании бывшей инфекционной больницы, в которой расположены лаборатории и несколько палат. На данный момент прием пациентов ведется хирургических в бывшем детском отделении. Там у нас развернут оперзал. И проводим мы экстренные операции. Терапевтических больных мы принимаем в здании инфекционного отделения. А родильное отделение на прежнем месте, где оно и было, там ведется прием рожениц и гинекологических больных. Неудобства есть, и мы с нетерпением ждем перехода в новое здание, где у нас будет новое оборудование, новый рентгенаппарат, УЗИ аппарат, где у нас предусмотрен также фиброгастроскоп. И я думаю, что в новых условиях нам будет комфортнее работать, и молодые специалисты будут трудоустраиваться в нашей ЦРБ. Реконструкция Тхуарчалской ЦРБ особенно актуальна в связи с распространением коронавируса. Как известно, с начала пандемии эпидситуация в районе оставалась благополучной. 1 сентября студент, выезжавший из Тхуарчала на учебу в Россию, сдал ПЦР-анализ, который показал положительный результат. На сегодняшний день здесь выявлено уже 5 больных COVID-19. 2 пациентов, которые потяжелели после определения биоматериала, когда он уже был положительный, появилась сильная одышка, снизилась сатурация. Было согласовано с министром здравоохранения, с главным врачом Гудаутского госпиталя, и 2 пациентов в сопровождении нашей медсестры в СИЗе больные были переправлены в Гудаутский госпиталь, где по настоящее время проходят лечение. 3 пациентов находятся на амбулаторном лечении. 1 из них бессимптомный, находится в изоляции. 2 проходят лечение амбулаторно. Все рекомендации даем по телефону. В случае появления симптоматики одышки, высокой температуры выезжаем на вызов домой и консультируем. Кроме того, на карантине находятся лица, контактировавшие с больными. Подобной схемы тхуарчалские врачи планируют придерживаться и дальше. При подозрении на коронавирус специально обученные медики выезжают к пациентам на дом и проводят забор биоматериала для ПЦР-диагностики, который затем отправляется в республиканскую СЭС. Кроме того, в Тхуарчале функционирует региональное отделение оперативного штаба по коронавирусу, которое мониторит ситуацию. Служба РОВД, участковые, начальник милиции. Ну, как можем, и члены комиссии, мы, значит, там на 3-4 группы разбиты комиссия, которая проверяет, люди находятся на самоизоляции или на самом деле потом они выходят. Сейчас все садики, каждое утро их проверяют, школы, в школах тоже очень строго ведется все. Значит, родители этих школьников за калиткой туда, вовнутрь школы, помещения не пускают. Там температуру, стоит медсестра, каждого ученика, ученицы проверяет температуру.
следят за ними также и в садике. Тхуарчалское отделение оперштаба просит жителей района по возможности стараться избегать посещения мест большого скопления людей. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.